В Казани состоялась церемония установки памятного камня во знаменование начала строительства комплекса Соборной мечети. В строительстве этого храма примут участие все – наша страна, наши народы и наши нации, заявил на торжественном мероприятии председатель Думы РФ муфти шейх Равиль Гайнуддин. Новая мечеть будет вмещать не менее 10 тысяч человек. 12-е заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», прошедшее в Казанской ратуше, было посвящено теме российского опыта сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия как залога укрепления общегражданской идентичности. Муфти Гайнуддин предложил создать при правительстве РФ межведомственные структуры по экономическому сотрудничеству с исламским миром. Мусульманское духовенство из 76 регионов Российской Федерации посетило 12-й Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Мероприятие также посетила делегация духовенства Донецкой Народной Республики, которую ранее на неделе принимал в Московской соборной мечети председатель Думы РФ муфти шейх Равиль Гайнуддин. В Болгаре состоялся традиционный Джиен – общенациональное собрание в память о событиях 922 года, ставшее центральным из серии праздничных мероприятий Татарстана, посвященных 1000-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. В этот же день муфти Гайнуддин рассказал о значимости празднования юбилея на федеральном уровне в интервью телеканалу «Россия-24». В Болгарской исламской академии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1000-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, заместителя министра культуры Ольги Яриловой и глав централизованных религиозных организаций.